Какой? Нет, бывает хороший, ты знаешь, бывает хороший. Что это вообще за фамилия не знаешь?
их не держу.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы сегодня проводим первое заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Я сейчас, знаете, здесь мне такое большое вступительное слово понаписали. Я
воздержусь от него. Я хочу больше вас послушать, чтобы нам время не терять на общие слова. У нас за последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать людей. Ну, прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей, с тем, чтобы вот эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, чтобы у нас не позвоночное право работало, не по связям, а работало бы по объективным критериям и распространялось бы на всю страну. Поэтому я сейчас не буду перечислять все эти инструменты, их достаточно много. У меня даже вот потом мы с Сергеем Владимировичем поговорим, такое впечатление, что их даже слишком много. Может быть, взять какой-то 1, 2, 3 и на этом сосредоточиться, распространяя его на всю страну. Но это уже, как говорится, вопрос анализа того, что происходит в реальной жизни. Вот. А в целом я хочу сказать, что вся эта система работает, и мне очень приятно было познакомиться с материалами, которые были представлены по результатам этой работы. Давайте мы прямо начнем с вами такую живую беседу. И я хочу предоставить слово Алексею Геннадьевичу Комиссарову. Пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович, уважаемый член наблюдательного совета, дорогие участники нашей проектной сессии. Мы действительно сегодня наш НАП-совет хотим провести в такой неформальной, необычной, может быть, обстановке. И я расскажу только о некоторых основных фактах, цифрах, может быть, о ключевых результатах. Ну а потом уже вот участники нашей проектной сессии расскажут о своем опыте. Это победители наших конкурсов, поделятся своими, наверное, эмоциями и впечатлениями и расскажут о новых идеях, предложениях, которые в том числе были придуманы вот во время этих 2 дней, что мы здесь провели. У нас есть небольшая презентация. Начну с такого серьезного числа. Вот за 2 года участия в проектах платформы «Россия – страна возможностей» у нас 2 650 000 человек приняли участие. Это не просто огромное число, это для нас самое главное, что показатель действительно такой востребованности проектов платформы. Их сегодня 20, это 20 социальных, кадровых, профессиональных конкурсов. И в них участвуют и школьники, и студенты, и люди уже зрелого возраста из всех уголков нашей страны. В материалах для членов НАП-совета есть подробное описание всех проектов, но я думаю, что скажу только про несколько из них, про те, которые буквально на днях завершились или идут сейчас, или мы начнем очередной сезон в ближайшие дни и недели. В прошлые выходные мы провели в Казани финал конкурса для специалистов в сфере информационных технологий «Цифровой прорыв». Он стартовал в апреле этого года и стал таким масштабным проектом не только нашей платформы, но и самым крупным IT-конкурсом нашей страны. Больше 66 000 человек из всех уголков России подали заявки. Летом в 40 городах у нас прошли региональные полуфиналы, а финал цифрового прорыва вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый масштабный в мире по числу участников. Одновременно на одной площадке новые продукты, новые решения создавали больше 3000 человек. Раньше такой рекорд принадлежал Саудовской Аравии, до этого Индии, но вот теперь мировое лидерство в этой номинации принадлежит России. Но главное, конечно, не рекорд, главное не эти цифры, главное не количество участников, а то, что ребята поработали в командах и удивительно, но за очень короткое время создали, придумали больше 1000 таких актуальных продуктов для самых разных отраслей. Хотел поблагодарить всех наших партнеров. Они реальные задачи ставили перед участниками. И вот когда мы спрашивали финалистов, что им больше всего понравилось, они сказали именно, что понимали, что это не учебные задачи, а то, что будет востребовано. Много решений для людей. Там кто-то предложил программу, которая мониторит выполнение предписаний врачей. В Пермском крае решение для того, чтобы контролировать, как работают мастера ЖКХ и так далее. Много-много разных интересных историй. Позавчера мы запустили очередной сезон Олимпиады «Я профессионал». Это Олимпиада для студентов. Всего за 2 года общее число регистраций превысило 800 000 человек. Более 5000
российских студентов стали дипломантами, медалистами 683 человека. Они все получили возможность использовать льготы при поступлении в российские вузы, проходили стажировку в крупнейших компаниях. Проект этот поддерживает больше 100 вузов, а 26 университетов являются такими мощными нашими партнерами. С этого года мы расширили список направлений до 68 и надеемся, что «Я профессионал» станет таким счастливым билетом в профессию для еще большего количества студентов. До конца месяца нам предстоит запустить 3-й сезон конкурса «Мой первый бизнес». Это такой наш самый масштабный проект. В нем в первый год желающих в нем поучаствовать было 408 тысяч школьников, а в прошлом уже 675. Всего за 2 года получается больше 1 миллиона регистраций. Ну и за 2 сезона проект помог поступить в российские вузы на факультеты бизнеса более чем 1000 молодым ребятам. Я не буду сейчас раскрывать все новинки 3-го сезона. Отмечу только, что расширим число направлений конкурса и сделаем ставку на социальную составляющую. Сейчас у нас в самом разгаре конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Мы проводим его совместно с Общероссийским народным фронтом. Всего за месяц получили почти 11 тысяч заявок. Проект запускался в помощь студентам, которые пишут курсовые, дипломные работы, и зачастую происходит так, что эти работы идут просто в стол, никому не нужны. И вот мы договорились с партнерами, что партнеры предоставляют конкретные задачи из своего сегодняшнего, исходя из своих сегодняшних потребностей, и уже около 1000 партнеров разместили на платформе примерно 3,5 тысячи таких практикоориентированных задач. Мы уверены, что это поможет и студентам найти интересную работу, но работодателям найти талантливых будущих сотрудников. Ну и, конечно, мне бы хотелось особенно остановиться на нашем флагманском проекте, который вы, Владимир Владимирович, хорошо знаете. Это проект «Лидеры России», проект, из которого, собственно, началась фактически наша платформа. За 2 года этот проект стал одним из таких самых масштабных вообще конкурсов для управленцев не только в России, но и во всем мире. На самом деле мы мировых аналогов не нашли такого масштаба. Мы не просто запустили такой мощный социальный лифт, но создали мотивацию для саморазвития миллионов наших граждан. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки. У нас есть и представители мегаполисов, и самых небольших городов и сел. Ну и в полуфиналах и финалах в очном режиме состязаются вместе и государственные служащие, и банковские, и врачи, и учителя, и предприниматели, и ученые. Вот совсем чуть-чуть статистики. За 2 года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч. Одно из самых главных таких мотивирующих факторов конкурса – это возможность получить наставника для победителей и финалистов. И наставниками лидеров России стали известные государственные общественные деятели, руководители крупнейших корпораций, предприниматели, ученые. Сегодня это 93 человека, и все они посчитали для себя возможным найти время, силы на то, чтобы поделиться своей мудростью, опытом, своими знаниями. И я хотел бы воспользоваться этой ситуацией, поблагодарить всех тех наставников, которые с нами работают, продолжают работать. Это действительно очень ценно. Одним из результатов, которых мы никогда не ставили в качестве цели, но, конечно, на него обращают внимание все, и мы, как организаторы, и участники, это назначение наших участников на новые, наших победителей на новые серьезные должности. Вот у нас за 2 сезона было чуть больше 200 победителей, а число назначений на серьезные позиции превысило 150. У нас среди финалистов, полуфиналистов есть 2 губернатора, 4 заместителя федеральных министра и много других очень серьезных позиций, которые получили участники. Эти назначения, в общем, для нас показатель, конечно, и того, что правильно настроена система отбора, и то, что есть востребованность в таких людях, есть востребованность в новом поколении управленцев. Ну, и мы считаем, что конкурс «Лидеры России» стал такой же новой системой отбора руководящих кадров. И главные принципы, которыми мы придерживаемся, это открытость, честная конкуренция и равный доступ для всех.
Сегодня мы хотим открыть регистрацию, чуть позже про это подробнее скажем, регистрацию на новый сезон. И несколько слов о том, что ждет участников третьего сезона. Мы столкнулись с тем, что кроме таких лидерских качеств, кроме лидерских компетенций, нашим партнерам, нашим работодателям, государственным органам власти нужны, конечно, зачастую специфические профессиональные качества. Мы приняли решение запустить несколько профессиональных треков. Но вот к вам обращался Координационный совет по делам молодежи в научной сфере. Они выступили с инициативой проведения специального конкурса для научных работников. Мы хотим еще запустить трек в области здравоохранения и в области финансов и технологий. Но подробности я хотел бы, чтобы рассказали победители наших предыдущих лет. И если, Владимир Владимирович, позволите передать слово, хотел Михаилу Кузнецову, победителю конкурса «Лидер России». Пожалуйста, Михаил. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета, участники сессии. Это действительно большая честь быть победителем этого конкурса. И могу сказать, что у меня была особая мотивация к победе. Дело в том, что на экономическом факультете МГУ я готовлю экономистов, управленцев, будущих лидеров. И нужно самому, соответственно, показывать пример лидерства, чтобы их готовить. Сегодня не только бизнесу и крупным компаниям нужны новые управленцы, но и самим университетам. У нас есть большая амбициозная задача меняться, войти в сотню и закрепиться в сотне ведущих мировых вузов. Задача очень амбициозная, и она требует новых управленцев, креативных, инновационных, можно даже сказать, дерзких. Но при этом есть специфика научной и образовательной деятельности. Нужно еще уметь заслужить уважение своих коллег, профессиональное. Нужно уметь смотреть за горизонт, потому что твои решения порой реализуются через годы. Нужно обладать стратегическим терпением. Поэтому научно-образовательный трек – это очень важная своевременная инициатива, которая позволит, уверен, сотням амбициозных, активных профессионалов найти себя в руководстве исследовательскими коллективами, вузами, образовательными учреждениями и получить, безусловно, мудрость наставников, среди которых и Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института, Станислав Смирнов, лауреат Филдсовской премии, Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий и много других замечательных профессионалов. А для меня будет большой честью организационно, методически и душевно поучаствовать в реализации этого проекта. Спасибо. Дальше. Ну, если позволите, вот у нас еще про здравоохранение коллеги хотели рассказать. Пожалуйста. Да. Добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Владимир Остроменский, я победитель конкурса «Лидер России». Я участвовал в конкурсе 2 раза. Первый раз попал в полуфинал, и там встретился с жесткой конкуренцией других управленцев из других областей. И я понял, насколько разная подготовка у управленцев здравоохранения и у других руководителей. Не прошел финал, но не сдался. Пошел учиться, закончил менеджмент здравоохранения в высшей школе менеджмента. И со 2-го раза штурмовал эту высоту и попал в топ-30 в этом году. Я удивился вот этой разнице. И сегодня очень важно то, что появляется новая возможность, трек «Лидер России в здравоохранении», потому что для нас это уникальная возможность увидеть тех ребят, тех профессионалов, которые сейчас есть, выявить их, чтобы они в конечном итоге стали руководителями больниц, главными врачами, заместителями главных врачей, руководителями образовательных медицинских учреждений. И потому что ошибка в здравоохранении – это очень, очень важно. Мы не имеем права на ошибку. Ни как врачи, ни как управленцы здравоохранения. Наши ошибки очень дорого стоят. Но самое главное, что вот в ходе этого конкурса есть возможность пообщаться с наставниками. Ими станут такие, высокие профессионалы, как Лео Бакерия, Леонид Рошаль, Евгений Шлихто, Сергей Гассе. Больше 30 человек, которые реально, у которых есть чему поучиться и перенять этот опыт. Я, кстати, хочу сказать вам лично огромное спасибо от нас, от лидеров России. У каждого из нас есть свой наставник. Я знаю, что многих из них вы лично привлекли к этой работе, и они очень нам помогают. Но самое главное, что в платформе «Россия – страна возможностей» мы имеем возможность быть наставниками у других ребят, которые являются победителем конкурса. Я, например, кроме того, что у меня наставник, я являюсь наставником для молодого, талантливого кардиолога, который сам из Уссурийска сейчас учится
в Москве благодаря тому, что он победил в Олимпиаде «Я профессионал» и стал вот теперь ординатором. Вот эта преемственность, она очень важна. Сам я готов поучаствовать в качестве помощи в этом новом конкурсе, и методически помогать, и воодушевлять ребят. Спасибо вам огромное. Владимир Владимирович, да? Да, так совпало. Да. Владимир Владимирович, а здравоохранение не может работать как корпорация? Корпорация? Как корпорация. Может. Она может работать как корпорация. Единственное, самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоориентированность, человекоцентричность. Здоровье человека, его благосостояние в широком смысле этого понимания. Ну, это само по себе понятно. Ну, вот как я не фигурально выражаюсь, а именно предметно. Ну, вот Сергей Владимирович когда-то создал корпорацию «Росатом». Вот она функционирует достаточно эффективно, весьма эффективно. Вот. В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее. А само здравоохранение, как система оказания очень важных для человека услуг, работает именно как корпорация. Со всеми зданиями, сооружениями, с показателями и так далее. Это, на ваш взгляд, это возможно? На мой взгляд, это возможно. Как-то уже засомневался. Ну, я волнуюсь, конечно. На мой взгляд, это возможно, да. Это возможно благодаря тому, что... Но новые лидеры, новые профессионалы, перед ними стоят новые вызовы. Конечно, это нужно переформатировать просто саму подготовку руководителей. Совсем не обязательно. Вот Татьяна Алексеевна говорит, надо тогда уходить из системы обязательного страхования в корпорацию. Совсем не обязательно. Она может, система страхования может работать и обеспечивать бесплатность здравоохранения. Ну, да, сама система может работать. Да, я согласен, конечно. Ну, так-то не уверенно говорить. Сначала так... Может работать, Владимир Владимирович. Ладно. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас. Так, ну, пожалуйста. Да, вот у нас есть еще одна победитель конкурса «Лидер России», которая теперь уже развивает проект на региональном уровне. И, если можно, Юлия Облец расскажет о том, как идея лидеров России теперь уже шагает по региону. Да, добрый день, меня зовут Юлия Облец, я из Петербурга. Благодаря конкурсу я участвовала в первом сезоне. Вот как раз с Владимиром мы на полуфинале, на первом испытании были за одним столом. Я очень рада была за него, когда он оказался в числе победителей. После конкурса я заняла позицию председателя комитета по молодежной политике Петербурга. И хочу отметить, что действительно лидеры России придали просто колоссальный импульс тому, чтобы практика кадровых конкурсов пошла по регионам. Мой любимый город не стал исключением. Мы тоже сделали конкурс. Мы говорили с вами, Владимир Владимирович, об этом. Конкурс «Мой город, мои возможности» состоялся. И результаты нас восхищают. У нас было более 15 тысяч заявок. Это превзошло самые смелые ожидания. В рамках этапа «Добрый город» конкурсанты сделали 2500 добрых дел. Меньше, чем за месяц. Больших, малых, совершенно разных дел. Но они были определены самими конкурсантами. Они выявляли те проблемы, которые их волнуют, решали, каким образом эти проблемы можно решать, устранять, аккумулировали ресурсы. И это, мне кажется, уникальный опыт, который дал нам конкурс. И для меня это говорит о том, что конкурс становится уже не просто методикой выявления потенциальных людей, но принципиально новой формой коммуникации. Открытой, конкурентной, доступной для каждого. И сейчас, видя, вот, что было сделано в рамках этих добрых дел, мы хорошо понимаем, что волнует горожан, на что обращено их внимание. И надо двигаться дальше, нужно распространять, тиражировать эту практику, раз это возможно. Но нужно учесть ряд важных моментов. Во-первых, и это мой личный опыт, связанный с тем, что я, например, после многих лет работы в коммерческом секторе оказалась на госслужбе. И это было и есть непросто. Это другая среда, другие управленческие задачи, другие подходы, другие отношения. И я думаю, будет правильно и полезно для результатов конкурса, если мы поддержим тех, кто получает назначение по итогам конкурса, адаптационными программами, людьми, которые смогут дать советы, подсказать. И вот с ребятами вчера на проектной сессии мы это обсуждали, и пришли к хорошему выводу о том, что мы сами уже можем друг другу эту поддержку оказывать. Выпускников лидеров России много, мы в разных позициях, в разных точках страны. И точно можем друг другу вот такие мостики взаимопомощи протягивать.
И второй момент, на который я бы хотела обратить внимание, это необходимость учесть потребность заказчика, который инициирует конкурс. А какие задачи перед ним стоят, какие люди нужны. И в этом смысле очень правильные отраслевые треки, о которых ребята уже рассказали, но не менее важна региональная специфика, потому что Санкт-Петербург, Ростовская область, Нижегородская область – это разные регионы со своими особенностями. И вот с Андреем мы в том числе обсуждали вчера эти региональные особенности, потому что Андрей сам выпускник такого регионального кадрового конкурса и принял этот вызов, и сошлись на том, что действительно нужно учитывать в архитектуре конкурса специфику того региона, где мы его делаем. Юля, а вот кроме того, что вы нашли ребят интересных и эффективных, то, что наработано в ходе конкурса, вот эти методики, практическая работа с людьми, вы их в своей-то работе используете сегодня? Да, и мы сейчас в молодежной политике запускаем отбор в молодежную коллегию. Это молодежное правительство, как раз используя эти механизмы оценки и отбора потенциальных людей, которым меня научил кадровый конкурс, которым я и сама приняла как участник, и как дальше как организатор. Спасибо. Поэтому это широко тиражируемая практика. Спасибо. Добрый день, Владимир Владимирович, уважаемый член наблюдательного совета. Меня зовут Гнеушев Андрей, я из Нижегородской области. У нас в конце 2017 года поменялся губернатор. И на тот момент я был министром социальной политики региональным. И перспектива войти в новую команду, моя перспектива, мягко скажем, была немножко неопределена. А губернатор принял решение формировать команду открыто, прозрачно и на конкурсной основе. И я решился на этот конкурс и пошел. Хотя многие коллеги, мои коллеги, даже говорили, вроде тебе 39 лет, а ты как школьник пошел экзамены сдавать. Но, может, кто-то боялся свой интеллектуальный уровень проверить, а я пошел проверять. И в итоге было 500 участников, выиграли 18. Я вошел в эти 18. Потом меня губернатор пригласил на собеседование и сказал: будешь заместителем губернатора и уже курировать всю социальную сферу. И вот сейчас я заместитель губернатора и курирую здравоохранение, образование, социальную политику и занятость. Но мы на этом не остановились, и на своем региональном уровне, помимо выбора региональных министров, у нас еще конкурс проходит и на муниципальном уровне. Например, 3 заместителя мэра также прошли эти процедуры, назначены и уже работают. Вот. Но мы на этом тоже не останавливаемся, и перспективы сейчас уже пойдем по отраслевому принципу, и будем уже проводить эти процедуры и на руководителей социальных учреждений, главных врачей, директоров школ и руководителей социальных учреждений. И исходя из этого, я считаю, что вот та практика, которая у нас сложилась, она действительно могла быть полезна и другим регионам. И действительно, Россия – это страна возможностей. Вы с какого времени уже заместитель губернатора? Я с декабря 2018 года. Ну, то есть уже поработали уже полгодика, да? Да. Получается? Здравоохранение тоже ваше, да? Да, да. Но у вас большая, высокая должность, тем более Нижегородская область – крупный регион России. Что у вас со смертностью происходит? На сегодняшний день, вот за первые полугодия по смертности, у нас динамика положительная по сравнению с полугодием прошлого года. Да, она чуть-чуть выше среднероссийской, но мы стремимся и приложим все усилия, чтобы ее сократить. Вот вы проявите свои лучшие качества на этом конкретном месте работы для решения ключевых задач. Хорошо. Я очень на это рассчитываю. Наверное, губернатор тоже приглашал вас на работу, имея в виду ваш потенциал. Да, так точно. Спасибо. Владимир Владимирович, вот регионы берут методики и свои конкурсы проводят. А к нам обращаются из многих уже других стран. Китай интересовался, Германия, другие европейские страны. Казахстан вот буквально на прошлой неделе обратился с такой просьбой помочь им в проведении конкурса. И Азербайджан. Там президент Азербайджана уже подписал даже указ о проведении подобного конкурса в своей стране. И если вы, наблюдательный совет, нам одобрите такую деятельность, то мы коллегам поможем с точки зрения методики, с точки зрения организации этого конкурса.
Вы ведь готовите еще, ну, то есть ищете и людей занятия бизнесом тоже, да? Вот по этим конкурсам тоже. Ведь идут тоже люди в корпорации. Конечно. Вот то, что вы сейчас сказали, называется франшиза. Продавать надо, что? Отлично. Ну, давайте дальше. Если вы поддерживаете запуск вот этих 3 новых направлений – здравоохранение, наука, образование, финансы и технологии, то мы хотели бы попросить вас разрешить дать старт 3-му сезону. У нас это в режиме реального времени происходит. И если вы нам даете добро, то наши победители запустят рассылку приглашений всем тем, кто прошел предрегистрацию, всем тем, кто участвовал в конкурсе в прошлые годы. Пожалуйста, Юля. Да, ребята. Спасибо. Но у нас, кроме лидеров России, много других проектов. Если позволите, нашим другим участникам тоже дадим слова. Вот Вероника Кривенко, победитель конкурса «Мой первый бизнес». Здравствуйте всем, меня зовут Вероника Кривенко, я из Новосибирска, и я одна из победителей конкурса «Мой первый бизнес» в этом году. На самом деле, ровно год назад, до участия в конкурсе, у меня получилось организовать свою мини-онлайн-школу английского языка. Мы начинали буквально с 2-3 преподавателей, и на самом деле нас вообще не воспринимали всерьез, поэтому подать заявку на участие в «Мой первый бизнес» конкурса был для меня таким судьбоносным решением. У нас получилось масштабироваться, теперь у нас 31 преподаватель по английскому языку, 6 преподавателей по китайскому языку. И самое важное, наверное, для меня это то, что мы за счет вот этого онлайн-формата обучения даем возможность преподавателям работать, которые могут это делать только из дома. Также благодаря конкурсу я сейчас учусь на 1-м курсе факультета капитана России в Москве и развиваю уже социальную составляющую нашего проекта. Дело в том, что после конкурса мы поделились нашими методическими разработками наших преподавателей по изучению китайского и английского языка в моей родной школе в Новосибирске. Нас очень поддержали. Наши методики были опубликованы в пособии «Образование без границ». И сейчас очень хотим, есть огромное желание делиться нашими методиками, современными онлайн-ресурсами с другими школами в регионах и давать возможность ребятам учить языки вне зависимости от того, в какой семье они живут и какой у них доход. А кто создавал эти методики ваши? Эти методики создают наши преподаватели, они из разных стран, в том числе из англоязычных, и они активно работают над этим. То есть вы их организовали, да? Да. И они работают? Да. Молодец, Вероника. Спасибо. В общем, мы готовы развивать этот наш... Ну, правильно, на самом деле правильно, вы рыноком даете. Это точно. Правильно. В общем, мы готовы развивать этот социальный проект, в том числе с поддержкой платформы «Россия – страна возможностей». Спасибо. Здорово. Удачи. У нас хорошая есть семейная пара, участники конкурса «Цифровой прорыв», про который я рассказывал. Вот, ребят, поделитесь. Кирилл Скосарев. Здравствуйте, Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета. Меня зовут Кирилл, это моя супруга Анастасия. Мы из Нижнего Новгорода. Мы участвовали в конкурсе «Цифровой прорыв». Как уже сказали, что это рекордсмен Гиннесса, как самый массовый хакатон в мире. И мы очень были приятно удивлены, что на конкурсе решались реальные задачи, а не учебные. То есть мы чувствовали свою важность в каком-то смысле. Например, наша задача была разработать приложение с дополненной реальностью для сборочных цехов промышленных предприятий. Здравствуйте. И несмотря на то, что мы не стали победителями финала этого конкурса, хакатон стал для нас отправной точкой для участия в интересных проектах и работы с крупными компаниями. Например, сейчас мы начали сотрудничество с крупным городообразующим предприятием Нижнего Новгорода по теплосетям. Также на нас обратил внимание наш родной университет имени Лобачевского, студентами которого мы являемся. Мы
мы и наша команда. Вот. И на базе этого университета мы сейчас запускаем работу над созданием тренажеров виртуальной реальности для образования. Нам бы очень хотелось, чтобы подобный конкурс и цифровой прорыв проводился ежегодно, потому что это реальная возможность проявить себя стартапом, малоизвестным предпринимателем или просто найти работу программистом. А вот мы надеемся... Все-таки работа-то, вот, которую вы проводили, она чем закончилась? Она имеет какое-то практическое применение? Да, эта работа имеет прогресс. Дело в том, что мы создавали в рамках 48 часов и ночь и день прототип, и дальше будем участвовать при акселерации этих проектов, будем вести сотрудничество, ну, в том числе вот с заводами промышленными. Мы работали и создавали это для авиационного завода. Ну, понятно. Ну, заказчики взяли ваш продукт? Пока нет, но планируют. По крайней мере, мы надеемся. По крайней мере, да. Надо дожимать, наверное. А что они заказывали тогда? Или проект не годится, или заказывали то, что им не нужно? А кто у вас заказчики? Там были не то чтобы заказчики, были отраслевые эксперты Казанского авиационного института, которым это необходимо. То есть они нацелены на этот результат были, мы с ними консультировались, как это сделать лучше. Для своего предприятия? Для своего, да. Но вообще это был заказ от Минпромторга. Вообще внедрение... Я думаю, точно возьмут теперь. Будет здорово. Ну что заказывали-то? Также мы познакомились в рамках хакатона с очень интересными людьми, очень интересными проектами. Мне бы хотелось передать слово Алексею, у него очень интересная история. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Алексей Приходько. Я из Нижнего Новгорода. Я сам с детства глухой, родился в глухой семье. И мой родной язык, на котором я сейчас объясняюсь, это русский жестовый язык. А в школе уже позднее я изучил русский, он для меня как иностранный. Мой путь был тяжелым, и он начинался с победы в школьной олимпиаде по математике и заканчивая аспирантуру в этом году, выпуска из аспирантуры в этом году. Путь для меня был действительно тяжелым и трудным по сравнению с моими сокурсниками, а все заключалось в том, что я не слышу. Сейчас я занимаюсь написанием кандидатской диссертации по техническим наукам. Также я разработал свой проект. Проект заключается в создании электронного переводчика жестового языка. У меня уже готов прототип. Он считывает жесты и на экране монитора выводит слово. И слово состоит из 5 букв. То есть эта система работает на основе человеческого интеллекта. И мне очень приятно, что мой проект признан, да, и он вошел в фонд президентских грантов. Он будет дальше продолжать работать, и уже будет не 5 букв, а уже более большие тексты и все предложения. Этот проект актуален и нужен, потому что всего глухих в России более 200 тысяч, и они являются носителями данного языка, и нет аналогов в мире, мы будем первыми в этом направлении. Поэтому спасибо большое вам, Владимир Владимирович, что вы позволяете реализовывать себя, свои возможности и мой проект, который я представляю. Это вам спасибо, потому что то, что вы делаете, безусловно, будет иметь практическое применение. Это востребованный абсолютно продукт, которым люди будут пользоваться. И вот сейчас мне Татьяна Алексеевна подсказывает, мы проводим соревнования среди людей, которые, значит, у которых есть ограничения по здоровью. И, безусловно, вот такие возможности, которые предоставляет ваша методика и ваш продукт, вот он, конечно, будет позволять людям давать возможность расширять свои возможности, применяя свои способности, знания и так далее. Так что это вам спасибо большое. Спасибо. Владимир Владимирович, вы вот сказали, что много проектов в платформе, но мы сами их, честно говоря, не придумываем. У нас огромное количество обращений с
сами ребята, сами участники генерят какие-то новые идеи. Вот мы решили здесь в течение 2 дней собраться, пообсуждать и хотели поделиться с вами, со всеми членами наблюдательного совета, теми новыми предложениями, которые в ходе этого обсуждения возникли. Если не возражаете, Сергей. Пожалуйста. Гребенников, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, члены наблюдательного совета. Меня зовут Сергей Гребенников, я представляю РАЦИТ. РАЦИТ — это Центр интернет-технологий. Мы делаем действительно очень много разных интернет-проектов, и один из них — это конкурс «Позитивный контент». Но он направлен больше на профессиональную среду. И вчера на сессиях мы обсуждали разные проекты и пришли, на самом деле, к немного страшному выводу, что пользователи в интернете и мы с вами не всегда готовы делиться позитивными эмоциями в сети. И это на самом деле не есть хорошо. Вот, к примеру, вот мы бы с вами заказали такси, и если бы оно приехало... Давайте представим. Давай. И вот такси приедет вовремя, мы уедем. Да я не сомневаюсь. Все будет прекрасно. Но мы это с вами обсудим, и никуда дальше это в сеть не пойдет. Но в том случае, если такси не приедет, тогда, естественно, мы немножко... И действительно, вот когда что-то складывается не по плану, естественно, возникает некий негатив. И этот негатив мы так или иначе начинаем транслировать в сеть, что не очень хорошо по факту, потому что нас окружает реально очень много позитивных эмоций. То, что вот мы сейчас смеемся, с вами улыбаемся, это же и есть счастье. И, по сути, счастье, оно для каждого свое. Вот то, что Алексей предлагает там для людей с ограниченными возможностями здоровья, это тоже счастье для них. И вот очень бы хотелось бы, чтобы мы с вами, как пользователи интернета, чаще делились вот этим счастьем. И мне кажется, что тогда и страна станет добрее, и мы действительно будем вот этими эмоциями позитивными делиться. Я предлагаю на базе платформы «Россия – страна возможностей» запустить конкурс, посвященный добрым эмоциям, назвать его «Счастье есть», и мне кажется, что действительно тогда счастье будет. Вот, Сережа, вот у вас вы директор Центра интернет-технологий. Да. А у вас в подчинении сколько? Если в директор, вы кем-то там руководите? Конечно, у нас на самом деле такая распределенная система и порядка 100 человек. О, здорово. А вы на что существуете-то? Потому что делиться счастьем — это прибыльное дело или нет? Я не очень понимаю. То, что касается счастья и делиться счастьем, это, конечно, тот проект, который мы вчера с коллегами здесь придумали. Но что касается там РАЦИТа, разные схемы монетизации, так назовем. Есть президентские гранты. Мы, например, получаем активно поддержку на наш важный проект для страны. Это цифровая грамотность населения, это горячая линия Рунет, ну и много других проектов. Плюс мы там так или иначе занимаемся, естественно, коммерческой деятельностью для того, чтобы развивать интернет в России. Я думаю, что то, что вы сейчас сказали, то, что вы предлагаете, это действительно такое важное, доброе и нужное дело, потому что я уже приводил этот пример, как у меня один из знакомых, а у него приятель, главный редактор, вот пригласил журналистов на открытие моста. Никто не приехал. Они потом начали ругаться. Он говорит: что ж ты, поросенок такой, никого не прислал. Он говорит: ну а что прислать? Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали. А так построили, ну и построили, молодцы, слава Богу. Поэтому вот то, о чем вы сейчас сказали, это действительно важная вещь. Не хвалиться и не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, а какие-то позитивные вещи показывать. Вот, особенно если есть для этого основания, это полезно, потому что это создает дополнительный мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении, в направлении созидания. Поэтому вот Сергей сказал про гранты, надо подумать, точно совершенно сделать это. Вот уже хорошая новость. Спасибо большое. Счастье есть. Точно. Но мы двигаемся дальше. Марина Холохолова, автор книги «О молодежном туризме», блогер. Марина, пожалуйста, расскажите, что вы придумали.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники наблюдательного совета. Да, меня зовут Марина Холохолова, я блогер, пишу в сфере туризма, кроме того, являюсь руководителем проекта «Ямальская студенческая весна». Мы на проектной сессии с коллегами поняли, к сожалению... Ямальская, да, Ямал. Мы поняли, что не очень хорошо, к сожалению, знаем о своей стране. Например, я делилась своими эмоциями по поводу того, что погружалась с аквалангом в Черное море, что покоряла авиаферрата на Ильяс-Кая, что летала на Ан-2 над Севастополем. Кроме того, мало людей знают, что, например, в Калуге можно попробовать мороженое из хлеба по старинной рецептуре. Или, например, что Ижевск является единственным в России городом-заводом, который сохранил историческую планировку. Или знаменитые есенинские и шолоховские места. И когда ты выходишь на берег Оки или Дона, и ты понимаешь, почему эти люди так писали проникновенно и вдохновенно о своей малой родине. И я считаю, что Россия действительно вдохновляет и удивляет. Кроме того, я знаю, что несколько дней назад компания «Аэрофлот» запустила акцию, которая называется «Россия удивляет». И уже сегодня более 10 тысяч публикаций в социальных сетях на эту тему о том, что же удивляет нас, россиян, в своей стране. Это люди, традиции, это культура, это обычаи, это уникальные места. И я думаю, что если платформа «Россия. Страна возможностей» присоединится к этой акции вместе с пулом своих партнеров и экспертов, то она может превратиться в абсолютно яркий, уникальный и масштабный по своей значимости проект. Я очень рада, что сегодня имею возможность транслировать эту инициативу. Спасибо. Чем мы можем вам помочь? Хорошая инициатива. Только тем, чтобы все эксперты, все партнеры и все участники проекта «Россия. Страна возможностей» подключились к этой акции активно. Хорошо. Спасибо большое. Интересно. Действительно интересно и полезно. Спасибо. У нас там такой творческий стол, Владимир Владимирович. Вот художнику слово передадим, Дмитрий Левочкин. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Я представляю, я художник, и я из города подмосковного Одинцово. Мы недавно реализовали проект по созданию достопримечательности из обычного серого спального района, в котором проживает 35 тысяч человек. Долго изучали сам микрорайон, его проблематику. И далее произошел такой интересный эффект. Во-первых, я занимаюсь 23 года, и я обратился к международному сообществу уличных художников, то есть собрал лучшие работы и лучших художников со всего мира, более 84 человек. Привлек российских художников, чтобы они обменялись опытом, то есть они работали ассистентами у этих художников. И обратился к представителям власти, которые меня услышали и помогли мне в этом проекте. Самое интересное то, что этот проект обошел весь мир. Мне сейчас пишут со всей планеты разные художники, и мы действительно сделали самую большую локацию, то есть самый большой музей. Вот. Спасибо большое за то, что даете президентские гранты. Я также являюсь победителем президентского гранта. Они на что пошли? На краски? На краски, на технику, которая в последующем будет служить, чтобы можно было эти фасады обслуживать. И также у меня представители команды моей. Хочу дать слово. Спасибо большое. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я, наверное, еще о результатах скажу. Визуально было видно, но у нас получилось следующее. Первый очень важный эффект от происходящего – это, конечно, то, что люди, спальный микрорайон, приехали со всей страны. На самом деле ночевали там и встречались в лучшем случае на лестничной клетке. А здесь, когда мы начали проводить фестиваль, мы же обсуждали фасады с ними, что будет изображено. Они все перезнакомились, создали WhatsApp-чаты, ругались иногда с нами, выбирали цвета, но они не просто познакомились, они стали сообществом целым и нашими партнерами. Они нам помогали в организационных моментах, они кормили художников борщом, пельмени им носили, одежду иногда стирали, они все были в краске. И, конечно же, они стали героями новостных сюжетов, их видели все их знакомые, друзья со всех, не просто даже из всей нашей страны, но со всех уголков нашей планеты звонили, говорят, что у вас там в Трехгорке происходит. И, конечно же, вот такой вот эффект именно, когда вовлекаются жители такого, скажем так, микрорайона, 35 тысяч населения, это такой интересный эффект приносит. Второе, это, конечно, развитие. У нас появились на первых этажах кафешки, кофейни. Была там одна-две, но они набрали помощников.
потому что не справлялись с потоком. Во-первых, художники ходили, пили кофе, во-вторых, поехали туристы. К нам приехал недавно автобус с китайскими туристами, фотографировались на фоне. Жители им уже проводят экскурсии, уже увлеклись в этот процесс. Освещение появилось в городе за счет того, что много трафика, парковку новую сделали, выезд из города начали строить, конечно. И, знаете, топоминенько сменился, они уже говорят, я живу в доме с Гагариным, а я встретимся у дома с поцелуем. Ну, такой тоже интересный момент, поменялись названия. И третий, наверное, самый важный, раз мы уж сегодня говорим о возможностях, наш фестиваль стал возможностью, и в первую очередь, кстати, для иностранных художников. Они сказали, что мы нигде в мире такие огромные фасады вообще нам никто не предоставлял. У меня такого размера работы больше нигде в мире не могу сделать. А уж о гостеприимстве жителей говорить не приходится. Ну и, конечно, для российских художников, вот с нами вот Филипп рядом сидит, он из Санкт-Петербурга. Нам писали очень многие ребята, обсуждали на сессии, что было бы здорово такой фестиваль, ну нам так кажется, проводить и в других субъектах Российской Федерации, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, заинтересованы другие субъекты. Если вы нас, конечно, поддержите, таким образом у таких вот микрорайонов, в которых миллионы в нашей стране, появится свое особенное лицо и свое сообщество. Обязательно поддержу, потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно. Ну, во-первых, Сережа скажет, что счастье есть, и это надо использовать. Вот, это первое. Второе, что очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах Российской Федерации, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми. Вот вы сейчас сказали то, о чем я мечтаю, чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны. И тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день. Ну вот сейчас как раз вы об этом и сказали. Когда люди сами принимали участие в этой работе, по сути, они становились как бы соавторами. И это чрезвычайно важно. Мы подготовили просто альбом со всеми подборкой всех работ, хотели вам его подарить, если возможно. И Филипп просил сказать, что его работа на 20-й странице. Вы нам решили подарить? Мы давайте к этому столу перейдем. Уважаемый Владимир Владимирович. Антон Алексеев. Я хотел, перебью, Антон, прошу прощения. Мы тут в эти дни очень много обсуждали, как сделать так, чтобы проекты друг друга обогащали, потому что ребята разные, занимаются разными направлениями, кто-то управленец, кто-то художник, и при этом каждый друг другу что-то может новое предложить, какие-то интересные мысли, идеи. Вот я надеюсь, что Антон поделится, к чему пришли. Спасибо большое, Алексей Геннадьевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета, меня зовут Алексеев Антон, я победитель первого конкурса «Лидеры России». После конкурса получил приглашение перейти на государственную службу и принял решение переехать из Москвы в Ростов-на-Дону. Сегодня являюсь советником губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева по вопросам цифровой трансформации региона. Вместе с коллегами, вместе с победителями разных проектов «Россия – страна возможностей» мы обсудили общую реализацию проектов и задумали новые за эти 2 дня. Нас, участников платформы, становится с каждым годом все больше, и все большую актуальность приобретает идея появления ежегодного события, которое может объединить всех нас, дать такое место силы, которое даст возможность обмениваться опытом, создавать новые проекты, продвигать проекты, получать наставников, новых друзей со всей России. И мы, как участники проектов «Россия – страна возможностей», очень заинтересованы быть причастными к проектированию этой площадки. Поэтому хотелось попросить вас, Владимир Владимирович, поддержать идею проведения нового форума «Россия – страна возможностей» здесь, на площадке в Сочи, в следующем году. Да, обязательно. Спасибо. Мне кажется, что это очень интересно. У вас все получается. И это очень хороший пример для сотен, для, может быть, тысяч людей. А самое главное, что то, что у вас получается, можно использовать в жизни.
в практической плоскости. А у вас вы конкретно вот какими на конкурсе, еще раз скажите мне, вещами занимались? На конкурсе? Да. Лидеры России, победитель первого сезона. Я понимаю, но вот вы непосредственно чем занимались на этом конкурсе? На конкурсе у нас, соответственно, были очные этапы, дистанционные, отбор по всем компетенциям. Соответственно, мы как участники... Какая-то специализация была у вас в этом? Знаете, это были управленческие компетенции на лидерах России, в принципе, общего формата, это критическое мышление. А почему вас Голубев пригласил на цифры заниматься? Знаете, здесь получилось, наверное, стечение обстоятельств. Я ранее работал в аэропортовом холдинге по взаимодействию с органами государственной власти. Мы вводили аэропорт Платов в Нижнем Новгороде и так далее. И продемонстрировал ряд компетенций по организации разного рода вопросов. Аэропорт строили, да? Так точно. К 7 аэропортам имел отношение при строительстве. Здорово получилось у вас. Спасибо большое. Спасибо. Хороший аэропорт. Удачи вам на новом месте. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, мы, зная ваш сложный график, постарались максимально так коротко рассказать про то, что делали в эти дни. На самом деле идей гораздо больше. Мы надеемся, что вы, наблюдательный совет, поддержит наши вот эти начинания. Ну а мы будем дальше стараться делать так, чтобы все больше наших талантливых ребят находило себя, находили свой путь. И вы знаете, вот я в этом плане всем говорю всегда, что я очень счастливый человек, потому что я общаюсь все время вот с такими людьми. И точно уверен, что счастье есть, талантов у нас очень много, и нашу страну ждет великое будущее. Спасибо. А я хочу спросить у коллег своих, у членов наблюдательного совета, есть ли какие-то комментарии, предложения и идеи? Сейчас, может быть, два слова скажу. Мне кажется, что третий этап конкурса, он обрел такое новое направление. Мы ушли уже от того, что называется по-английски general management skills, от общеуправленческих навыков, от поисков управленцев в целом к все-таки отраслевой специфике. И мы сейчас совместно с коллегами решили попробовать такой отдельный трек, как финансы и технологии. И мы вместе с компаниями нашей экосистемы будем отбирать таланты и ребят, которые смогут быть лидерами цифровой трансформации и лидерами финансовых компаний и учреждений. Финансы и технологии? Финансы и технологии, да. То есть два направления. Финансы без технологий еще можно себе представить, а технологии без финансов невозможно. Владимир Ильич, проблема заключается в том, что уже и финансы без технологий представить нельзя, к сожалению. Так же, как и все остальное. Наверное, сегодня технология это стала такой общей платформой для любой профессии. И мы попробуем до середины следующего года провести, у нас есть хорошая инфраструктура для этого, попробуем провести отбор талантливых ребят, подготовить их. И, может быть, через год на следующем совете доложим вам о том, что из этого получилось. Спасибо большое, это тоже интересно. Андрей Александрович. Михаил Евгеньевич все так подробно и хорошо изложил. Действительно, было предложение от Совета молодых ученых по поводу того, что попробовать обратить внимание особенно на подготовку руководителей научных образовательных организаций. Есть своя специфика, очень важны управленческие компетенции, но действительно человек, который руководит образованием и наукой, должен еще показать, проявить себя и профессионально. Это очень важно. И есть идеи о том, как это лучше сделать. Я еще раз говорю, что Миша Кузнецов, он, по-моему, очень четко все изложил. Естественно, что я думаю, что и мы поможем. Я знаю, мы с Михаилом Михайловичем Галькотяковым. И вы знаете, сейчас есть очень большой спрос на молодых людей, которые готовы взять на себя ответственность за реализацию таких новых прорывных проектов. Потому что, в принципе, есть такое направление, что ученые, в общем, они и без того, чтобы чем-то руководить, неплохо живут. Есть интересные проекты, его можно реализовывать. И
есть неплохое финансирование, есть гранты, есть программы. Вот, а прорыв, новые направления, все-таки они должны возглавляться людьми, которые помимо того, что умеют руководить, еще понимают, что конкретно делать. И мне кажется, что это хорошая очень идея. Я думаю, что мы ее реализуем. Мы говорили с Михаилом Михайловичем, есть конкретное предложение, куда вот эти победители могли бы прийти и где бы они могли бы себя реализовать. Послушаем Михаила Михайловича, пожалуйста. Уважаемые коллеги, ребят, еще раз добрый день. Мы действительно сегодня отчетливо понимаем острый дефицит в управленцах для университетов, для научных организаций. Мы этим вопросом вместе с Академией наук уже не первый год занимаемся, даже сделали свой список кадрового резерва, там больше 1500 человек, и уже в этом году запустили первый этап школы будущих управленцев в Москве. Очень рассчитываю, что инициатива, которая сегодня прозвучала, позволит нам существенно увеличить возможности нашего резерва, и точно совершенно в ближайшее время, не сомневаюсь, по опыту первых 2 отборов, что мы увидим людей, готовых взять на себя ответственность за решение различных задач, действительно сложных задач. И очень активно будем участвовать в этом конкурсе вместе с инициаторами. Не сомневаюсь, что позитивные итоги будут очень скоро. Как можно организовать работу вместе с агентством стратегических инициатив? Владимир Владимирович, мы уже работаем, чему я очень рада, потому что правильно сегодня ребята говорили, нас очень много активных, талантливых людей в нашей стране. И как раз платформа «Россия – страна возможностей» дает возможность им предлагать свои проекты, выносить их на федеральный уровень, тиражировать. И из разных регионов ребята, молодежь, абсолютно из разных сфер: социальная, образовательная среда, научная среда, финансы, технологии сейчас подключаются. Каждый может найти для себя что-то по своим интересам и получить какие-то образовательные форматы, и реализовать проекты, и посмотреть, где найти поддержку. Наставничество. Владимир Владимирович, вы поддержали вообще проект наставничества на федеральном уровне, утвердили впервые награду федеральную, и у нас получили первые наставники уже такие призы. И очень хорошо, что сегодня лидеры России становятся сами и наставниками, и свои компетенции, знания передают молодежи. Я здесь тоже хотела бы отметить представителей женской части лидеров России. Они сами организовали женский клуб, Владимир Владимирович. Но там мужчины тоже есть. С языка сняли. Принимают туда, не принимают? Есть. И делятся каждый своими практиками, как можно совмещать и заботу о семье, материнство, и, безусловно, там свое дело и профессиональный рост. Казалось бы, может быть, нет ничего сложного, но женщины нуждаются вот в этой поддержке. Молодые девушки, которые сегодня думают, да, что первее, вот все-таки получить какую-то профессию, получить опыт в работе, либо все-таки уделить время семье. И вот примеры этих замечательных девушек, женщин молодых показывают, что все по плечу, могут и то, и другое совмещать. И очень хорошо, что сегодня женщины вот в рамках своего комьюнити поддерживают и женское предпринимательство, и тоже и форматы наставничества, и очень много уделяется социальным благотворительным проектам. Поэтому с агентством и «Россия – страна возможностей» договорились в следующем году организовать вот этот форум «Россия – страна возможностей». И будем очень рады, когда лидеры нашей страны будут иметь возможность пользоваться и сервисами агентства стратегических инициатив и платформы. Что важнее, семья, дети или карьера? Это все равно, что сказать или спросить, что важнее, сердце или голова. Нельзя жить ни без сердца, ни без головы. Поэтому вот то, что сейчас вот статистика дает, что у нас возраст наших невест в России немножко подрос, стал где-то с 20 до 31 года, это говорит о некоторых изменениях в обществе, о том, что происходит. Приоритеты немножко меняются вообще у молодых людей, у женщин в частности. Образование, карьера и так далее. Но, вы знаете, у меня вот всегда было, и я пришел к одному очень простому выводу. Чем больше делаешь, тем больше получается. Конечно, так легче сказать. Я думаю, женщины посмотрят, послушают, скажут, ты сам попробуй. И это. Я понимаю, это сложно.
Но поэтому вот то, что на вот этой платформе образовался такой клуб, женский клуб, который думает о том, как организовать вот эту работу, как помочь, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно, это очень важно, это правда, это здорово. Вот поскольку мы заговорили вот о вопросах подобного рода, которые близки к демографии, может, Татьяна Алексеевна что-то прокомментирует. Я хочу, Владимир Владимирович, сразу конкретные предложения сделать ребятам. Конечно, я очень приветствую и женскую, и мужскую часть лидеров России. Конечно, рожайте. Нам очень нужны ваши детки. И мне очень приятно, что здесь есть молодая пара. И я думаю, что цифровизация в семье не помешает рождению детей. Поэтому мне очень хочется пожелать, чтобы все-таки вы это делали, мы к этому стремились, и страна наша прирастала. А в прикладном плане, ребята, мы сегодня запустили 2 направления лидеров России. Это управленцы в здравоохранении и науке. И нам очень важно, я продолжу коротко тему науки, скажу, что в течение предстоящих лет до 2024 года нам в системе управления наукой нужно подготовить, мы так, наверное, не очень амбициозную задачу для себя поставили, но 1150 специалистов, научных исследователей, которые могут стать руководителями и заместителями руководителей научных и образовательных организаций. И в этом смысле эта платформа дает вам шанс в перспективе стать такими руководителями. Мы должны создать 900 новых лабораторий. В 30% случаев этими лабораториями должны руководить молодые перспективные люди. Это тоже для нас очень важно. Но и Владимир Владимирович знает, у нас 15 научно-образовательных центров должно быть создано в рамках нацпроекта «Наука», 16 центров мирового уровня, и мы просто предлагаем вам очень предметно этим заняться и возглавлять такие команды, подкоманды для того, чтобы была возможность проявить себя и поработать на страну. Что касается здравоохранения, то это большая достаточно армия наших уважаемых медиков. Сегодня в стране работает 3 миллиона медицинских работников различного уровня. Но хочу вам сказать, что всего-навсего 1% из этих 3 миллионов – это врачи-организаторы. И сегодня, конечно, отрасль очень нуждается в новых врачах-организаторах. Владимир Владимирович у нас является автором проекта по первичной медицинской помощи, который должен стартовать в следующем году. Мы совсем скоро приступим к его подготовительному этапу и потом к реализации. И если наша с вами работа на платформе «Россия – страна возможностей» в лидерах России даст возможность вдохнуть жизнь в наше первичное звено, в наши поликлиники, в наши центральные районные больницы, чтобы туда пришли руководители новые, молодые, желающие изменить ситуацию в этой сфере, мы будем только очень рады и будем оказывать вам в этом направлении всяческое содействие. Спасибо. Сергей Владимирович. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, я, знаете, только одно хотел сказать, Владимир, если позволите, я бы всем членам наблюдательного совета хотел бы сказать спасибо. Знаете, все-таки вот здесь очень важно личным примером. У нас, я посмотрел по сторонам и понял, что все сидящие члены наблюдательного совета выступают наставниками в конкурсе «Лидеры России». То есть в этом смысле действительно не просто призывают, но и сами активно в этом участвуют. Это для ребят очень важно. Вот можно ребят спросить, они это скажут, там, они получают 1 000 000 рублей победители, 1 000 000 – это большие деньги, но получают обучение, много чего получают. Но каждый практически уверен скажет, что самое главное – это наставник. Это время, которое тратят лучшие управленцы страны, а у нас вот действительно, и вот с точки зрения как раз очень рассчитываем, что побольше девчонок будет в очередном этапе конкурса, потому что у нас в наставниках и Валентина Ивановна Матвиенко, вот и Татьяна Алексеевна, и Эльвира Сахибзадовна, и, в общем, все наши такие выдающиеся женщины-руководители. И вот время, которое все коллеги тратят для того, чтобы свой опыт передать, все очень заняты. Я понимаю, что всем есть чем заняться, да? Но вот я очень хотел всех поблагодарить за то, что время на то, чтобы заниматься поддержкой и передачей знаний, несмотря на всю свою занятость, находят. За это отдельное большое спасибо. Да.
Татьяна Владимировна, вы тоже, Елена Владимировна, вы тоже наставник? Да, я наставница, и мне очень важно, что сейчас принято решение проводить следующий форум и конкурс здесь, в Сочи. Потому что, мне кажется, мы сегодня говорили о специфике и о новых форматах. И очевидно, что, наверное, мы там себе возьмем какое-то задание, или задание останется здесь, вы уедете, а мы будем его выполнять, совместить специфику и формат. Вы говорили про хакатон, говорили про актуальные задания, про интерес, который испытывают все те, кто эти задания ставит. Но самое главное, наверное, это соединение вот этих коллективов и идей, которые появляются, для того, чтобы быть все время актуальными. Тем не то, что требованиям, а может быть тем возможностям, которые у нас у всех есть, и они формируются именно в среде. И вот мне кажется, что Сириус здесь, в Сочи, и вообще все, что здесь происходит, это такая специальная среда. И мы сегодня вот с Татьяной Алексеевной успели поговорить, с Михаилом Михайловичем. Наверное, нам надо в ответ на те идеи, которые в этой среде рождаются, развиваются, возвращаются, создавать очень динамичные образовательные программы. Сам по себе Сириус вырос из такой интенсивной образовательной практики, когда приезжают очень мотивированные, подготовленные, но еще не специалисты, а школьники и теперь уже студенты, для того, чтобы здесь очень много нащупать и уже что-то начать делать. И вот это врастание уже в разновозрастный профессиональный коллектив, наверное, как раз формирует вот ту мечту, драйв, кураж, который всегда есть у настоящих профессионалов и позволяет делать прорыв, позволяет мечтать, позволяет делать очень большие идеи, реализовывать их, потому что появляются заинтересованные в них наставники. И вот мне кажется, что вот эта новая наша образовательная среда, которая здесь складывается, коммуникация, которая формируется, позволит нам готовить здесь специалистов и для Мегасайенс, и для тех научно-образовательных центров, которые сегодня формируются в регионах, причем на каждом уровне. Мы эту задачу для себя взяли, и спасибо за то, что эта площадка развивается таким образом, будучи абсолютно актуальной, как для школьников, для студентов и для молодых специалистов. Наверное, вот только в такой среде могут явиться те проекты, которые нам очень нужны. Проект «Россия – страна возможностей», он год существует уже, да? И вот сейчас я с большим удовольствием послушал, что явилось результатом этой работы. Во-первых, действительно, отбор очень хороший. Хочу вам сделать комплимент. Вы все не только молодые, но и люди очень, очень интересные, увлеченные и эффективные, что важно. И вот в этой связи хотел бы попросить Сергея Владимировича, чтобы не только миллион там кто-то получил и пошел благополучно истратил на доброе дело или просто на счастье, вот, а чтобы вот наработки, которые у вас имеются, чтобы они не пропали, чтобы они заработали, чтобы они приносили пользу. Ну и надеюсь, что и каждый из вас не будет потерян, а будет дальше заниматься своим любимым делом, а мы сделаем все для того, чтобы вас поддержать. Спасибо вам большое. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за встречу. Появилось предложение все вместе на память сфотографироваться. Спасибо.